Привет, меня зовут Влад, я из Эстонии, и сегодня я расскажу вам о том, как искать аргументы за и против резолюции. Мы с вами рассмотрим 3 поиска аргументов – по акторам, по ключевым словам и по аналогиям. В первом способе вам необходимо определить основных действующих лиц дебатной темы, тех, кого она непосредственно затрагивает. Еще их называют акторами. Возьмем для примера тему «Эта палата введет смертную казнь». Итак, кого затрагивает эта резолюция? Пожалуй, самый очевидный актор – это подозреваемый в совершении преступления, за которое назначена смертная казнь. Также немаловажную роль здесь играет жертва совершенного преступления. Помимо этого, смертная казнь и ее введение явно окажет эффект на все наше общество. Есть в этой теме и другие акторы, такие как, например, судья, назначающий приговор, и палач, приводящий его в исполнение. Но необходимо понимать, что не все акторы одинаково значимы для каждой конкретной темы, поэтому остановимся лишь на 3 из них, самых важных – подозреваемом, обществе и жертве. Наш следующий шаг – определение последствий для каждого из акторов резолюции в случае принятия или непринятия, если мы играем за сторону отрицания, этой резолюции. Например, подозреваемый в совершении преступления больше не сможет рассчитывать на освобождение в том случае, если уже после исполнения приговора были выявлены дополнительные доказательства, которые доказывают его невиновность. Жертва же преступления или ее родственники, если мы говорим об убийстве, почувствуют, что наказание было справедливым и обретут большее доверие к системе правосудия в целом. Также во многих случаях можно говорить об определенном возмездии. При этом жертве, либо ее близким, не придется морать свои руки кровью. За них это сделает система правосудия. Каковы же будут последствия для всего нашего общества? Команда утверждения может говорить о том, что безопасность нашего общества повысится, поскольку у совершивших тяжкие преступления людей более не будет возможности совершить новые преступления по окончании тюремного срока. А многие из тех, кто задумывал тяжкие преступления, теперь откажутся от их совершения под страхом лишения собственной жизни. В итоге мы имеем несколько аргументов, показывающих, каким образом принятие резолюции повлияет на важнейших акторов этой темы. Перейдем к следующему способу поиска аргументов – по ключевым словам. Для этого нам нужно взять резолюцию и определить находящиеся в ней ключевые точки. Рассмотрим, к примеру, резолюцию «Эта палата будет давать гражданство за службу в горячих точках». И выделим самые главные ключевые слова – гражданство, служба и горячие точки. Теперь рассмотрим каждую из них по отдельности. Для начала подумаем о том, что же означает гражданство. По своей сути, гражданство – это своего рода договор между государством и индивидом, который предполагает обмен правами и обязанностями с обеих сторон. Перейдем к следующему ключевому слову – служба. По своей сути, служба – это и есть одна из тех обязанностей, которые берет на себя индивид по отношению к государству. Далее у нас идут горячие точки. Подумайте о том, каким образом служба в горячих точках отличается от любых других видов службы. Очевидно, речь идет о повышенной значимости такой службы для государства. Давайте вернемся обратно к резолюции и посмотрим на нее внимательно. Даже такой маленький предлог, как «за», который содержится в названии резолюции, может натолкнуть нас на очередной аргумент. Дело в том, что он выполняет роль какого-то знака равенства между понятиями службы и гражданства. Мы противопоставляем эти два понятия друг другу, заявляем, что одно из них как бы стоит другого. Теперь рассмотрим третий способ поиска аргументов – по аналогиям. Для этого нам необходимо найти ситуацию, где эта палата уже поступает подобным образом. Возьмем, например, тему, связанную с каким-либо запретом. Например, эта палата запретит казино. А теперь попробуем найти что-либо еще, что государство также запрещает. Возьмем, к примеру, наркотики и выявим причины, по которым мы их запрещаем. Они вызывают привыкание, наносят вред человеку, разрушают его жизнь, и из-под их влияния трудно выйти. Если мы докажем, что казино и наркотики обладают одинаковыми параметрами, по которым их можно запретить, то наш аргумент можно считать построенным. Итак, сегодня мы разобрали 3 метода поиска аргументов – по акторам, по ключевым словам и по аналогиям. Перечисленные методы не являются взаимоисключающими, их можно использовать поочередно во время подготовки к одной и той же теме.